Гавриил Каменев жил в Казани и был татарских кровей. Салям Дуслар. Готовится к печати вторая книга из серии «След татар» под названием «Лицо казанской национальности». В нее вошло 33 персонажа. Фрагмент 11. Гавриил Каменев. Первый поэт-романтик России из Казани. Начнем с того, что род Гавриила Каменева велся от татарского Мурзы Маккулла. Якобы даже этого Мурзу крестил сам Иван Грозный после взятия Казани в 1552 году. Ну, как бы там ни было, а первый российский поэт романтического направления, как, кстати говоря, и многие другие знаменитые российские писатели и поэты, татарских кровей, да к тому же родом из Казани. Златоверхие церкви и мечети рисовались в струях ее зеркальных. Так написать мог только настоящий поэт и поэт, живущий лишь в Казани, на стыке православной и мусульманской культур. В творческом наследии Каменева он прожил всего 31 год, из них 7 лет занимался литературой. Особое место занимает произведение «Громвал». По мнению специалистов, это первая попытка создать русскую национальную балладу. Пушкин позже позаимствовал эти имена для задуманной им повести, а в поэме «Руслан и Людмила» явно угадываются мотивы Громвала. Любопытно, что Каменев в своей знаменитой балладе использовал приметы края, в котором он жил. «С ревом ужасным разверзлась земля, рухнули башни в бездонную пасть, не спроверглись зеланты, темница, гигант чародейства Зламара разрушил Громвал». Издатели баллады сделали примечание для столичного читателя, незнакомого с казанскими достопримечательностями. Зелантом называли в старину змея, жившего по баснословному преданию в пещере одной горы, возвышающейся над Казанкою, а в гербе Казани видно его изображение. Между прочим, герб Казани идентичен знаковой тамге индейцев Дакота,